село Титары, вот мое родное село, и уже третий год живем, ну, в доме родителей, в старом доме, вот, взяли, решили и стали, уехали, переехали. Ну, в городе у нас с этим, с трудоустройством проблем не было, но все же, а здесь у нас не было работы, все равно мы переехали. Ну, вот супруга в клубе Центре культуры нашла работу, я пока нет, но я сам самозанятый, ну, занимаюсь, мы с супругой художники профессиональные, ну, я да еще педагог, вот до переезда я работал в художественном СУЗе, в художественном училище, преподавал, потом уже подумал, что надо работать тоже творчески, чтобы спокойно было. И сейчас мы рады. Вот у нас ребенок был, он здесь проживал, ну, в садик ходил, потом уже в школу поступил, уже в городе, а потом ну, он захотел, короче, уехать в деревню. Он говорил, город не для меня, я здесь болею. Вот мы решили, подумали и переехали в деревню жить. Ну, основной причиной стало вот здоровье ребенка. В городе он часто болел, был аллергичным, вот как переехали в деревню, то со Да, здоровьем все нормально. да. Ага. Ну вот поэтому мы сейчас, вот я занимаюсь творчеством, у нас и тоже животные есть, лошади, занимаемся, работаем, участвуем в общественной жизни села Улуса, занимаемся с ребятами, с этими, с коллективами, с ансамблями. Ну, Насчет того, что в деревнях нету свободного места работы, вакансий нету, это нас не беспокоило, так как мы оба очень творческие люди и можем прокормить себя, пока руки-ноги на месте. Как сказать, ну, если голова работает, то да. можно и в селе очень даже хорошо жить. Да, у нас Ага. в Якутии связь развивается, поэтому у нас есть интернет, есть оптоволоконная связь, поэтому мы, например, изделия свои реализуем через общественные соцсети. Некоторые приезжаем в город, там тоже заказывают, поэтому ну, интересно. Ну, конечно, условия в деревне у нас печное отопление, дровами колем. Ну, конечно, для воспитания мальчика это хорошо, чтобы он знал, откуда идет тепло, как добывается. Все. Мы с ним всегда ходим за дровами, например. Ну, конечно, по дому тоже работает. Поэтому, я думаю, для ребенка вот, жизнь в селе, это и для здоровья, и для такого, для выживания, на охоту ходим. Ну, полноценно так живем, можно сказать. Ну и здесь у нас это начинаются Ленские столбы, поэтому дорога проходит. Река рядом, все односельчане родственники, знакомые, вот поэтому удобно, можно сказать, жить. Конечно, вот с отоплением, вот эти бытовые работы много времени занимают. Конечно, перепады температур, тоже с утра дом холодный, потом отапливаешь, потом теплеет, вот так надо всегда следить. Ну, конечно, первый год уже с непривычки, мы давно уже в городе жили, потом сейчас уже все привыкли, все под контролем, как я думаю.
У нас есть машина, вот поэтому занимаемся. Вот, да, традиционными промыслами занимаемся. Интернет очень много помогает. И жить в деревне интересно, потому что в городе много человек, только ты там никого не знаешь, а здесь в деревне ты друг другу всегда нужен. Конечно, с соседями очень хорошие отношения. Вот так мы живем, будем заниматься. И мы участвуем в выставках, не только в республике, там всероссийские выставки, да, в международных выставках принимаем участие. И тоже у нас вот это хозяйство, животные есть. Вот поэтому вот так и живем, конечно. Вот. Как мама, я сначала противилась переезду в деревню, то, что без благоустройства жить, наверное, очень сложно там. Но сейчас, спустя 3 года, я совсем уже по-другому это вижу и думаю, и говорю себе, почему мы раньше не переехали в деревню, так как, оказывается, именно в деревне ощущаешь полностью жизнь, полный вкус всего, все прекрасное, ощущаешь жизнь. А в городе ты всегда гонишься за временем, надо что-то успеть, а здесь... Да, здесь уже время по-иному проходит, уже, можно сказать, живешь жизнью